Это дерево на аллее памяти погибших сотрудников правоохранительных органов носит имя Магомеда Тумгоева, которому уже нет 13 лет. В эту ночь практически во всех крупных населенных пунктах республики вероломному нападению подверглись почти все структурные подразделения правоохранительных органов республики. Боевики, разбившись на несколько групп, совершили нападение на центральное здание МВД, 137-й пограничный отряд Назрани, местный СИЗО и полицейские посты. В Карбулаке с оружейных складов и базы ОМОНа МВД республики злоумышленники забрали оружие, оборудование и спецтехнику. Было убито около 100 сотрудников силовых структур, ранено десятки. В ту ночь среди убитых оказался и Магомед Тумгоев, надежда и опора матери, которая так и не дождалась любимого сына. Со смены придет, сутки отработает, смотришь, где-то работает. Я говорю, ты не устал, что ты делаешь, можешь отдохнуть. Иногда приходилось ему и по двое суток работать за кого-то. Ребята, когда попросят, он оставался. И в эту ночь тоже 2 суток его не было. Он, смотря в глаза, знал, что мне надо и что отцу надо. Ему не надо было говорить ничего. Он одним взглядом понимал нас. Люба Тумгоева воспитала 8 детей. Магомед же был самым младшим. Окончив школу, он решил поступить в Самарскую юридическую академию, но закончить ее так и не успел. После 3-го курса приехал домой, чтобы устроиться на работу в МВД. В ту ночь он не был на дежурстве, но раздавшийся звонок от сослуживца сообщил, что в городе идет страшная перестрелка. Сотрудников правоохранительных органов убивают прямо на улицах. Дослушивать разговор Магомед не стал, сорвался на помощь коллегам. Однако выжить в ту ночь ему, как и многим другим, не посчастливилось. Одним из первых, кто нашел израненное тело Магомеда, был его двоюродный брат, который и привез его домой. Там, не помню, 15-18 человек лежало. Подъехали, там журналисты приехали, какое-то время они снимали, потом мы его привезли домой. Первой мыслью было одно – остановить преступников. Не смог удержать Магомеда и тот факт, что в тот момент при себе у него не было оружия. Указом президента страны за проявленную храбрость при исполнении своих служебных обязанностей сержант Магомед Тумгоев награжден орденом мужества посмертно. Прошло уже 13 лет с момента той трагической ночи. Окажется, что все это случилось сегодня. Эти мысли не покидают ни одну семью и ни одно израненное такой утратой сердце. Душевная боль Любы Тумгоевой давно поселилась в материнских глазах, которые не могут сдержать слез при упоминании самого дорогого, что было у нее, сына. Руслан Албогачиев, Хаваш Далаков, Мейрбек Миржоев, Новости 24.